Основное внимание было уделено сразу нескольким главным темам: эпидемиологической ситуации в республике, профилактике распространения коронавирусной инфекции и обновлению протоколов лечения. Прошел год с тех пор, как в Абхазии были выявлены первые заболевшие новой коронавирусной инфекцией. За это время Минздравом, СЭС и профильными подразделениями была проведена эффективная работа по противостоянию пандемии. И, как показало время, вся система здравоохранения республики в этот период в целом работала организованно, хотя и были сбои и некоторые проблемы. Вот этот титанический труд привел нас вот именно к таким хорошим результатам. Это и Министерство здравоохранения, естественно, как центральный аппарат. Это штаб здесь, когда мы днями и ночами вот здесь сидели, думали, как нам быть и что делать. Организовывали все вот эти вопросы по обеспечению учреждений в условиях закрытых государственных границ, чтобы вы понимали. Более того, было наложено эмбарго на вывоз ряда позиций, медикаментов и расходных материалов, оборудования, которые такие как ИВЛ-аппараты, например, и кислородные концентраторы, это и СИЗы. Мы даже не могли купить маски и привезти их просто не было. И, кстати говоря, они были запрещены к вывозу. Вы представляете, какие трудности испытывало правительство и Министерство здравоохранения для того, чтобы обеспечить, учреждения были обеспечены всем необходимым. Мы, когда вот этот удар, второй удар, вот с июля месяца у нас практически пошла эпидемия, да, мы были готовы к этому, однозначно подготовлены. До недавнего времени ситуация была, в общем-то, хорошая. Выявляемость заболевания, как и число обращений граждан в медучреждения, снизилась. Об этом говорят цифры. В феврале-марте текущего года в той же Гудаутской больнице на стационарном лечении находилось 15-18 пациентов. На сегодняшний день число больных превышает 40 человек. На сегодняшний день по республике стационарно проходит лечение 106 пациентов. 423 амбулаторно на дому. Была организована маршрутизация пациента. Вы помните, на первых порах это было очень сложно, трудно нам организовать в силу ряда причин, но тем не менее мы это наладили. И маршрутизацию пациентов, и забор биоматериала, и бригады, которые осуществляли, эту работу. По мнению представителей медицинского сообщества, по состоянию на сегодняшний день в Абхазии наблюдается устойчивый рост заболевания. И в первую очередь это связано с несоблюдением введенных в стране ограничительных мер. Медицинские работники справляются с заболеваемостью. Мы, соответственно, каким-то образом локализуем те очаги, которые были, да, начинает сходить на нет, и потом после определенных массовых мероприятий в республике мы опять будем уходить в пике. Это только от того, что наше население начинает расслабляться, начинает верить в то, что их пронесло, что все хорошо, все замечательно. Пройденный год нам дал очень большую, скажем так, подготовку, очень много опыта мы набрались. Но давайте не совершать те же ошибки, что и были в прошлом году. Несмотря на то, что вопросам здравоохранения в стране уделяется первостепенное значение, Гудаутский ковидный центр испытывает ряд проблем. В целом же ситуация, благодаря собственным силам и помощи медиков со всей республики, стабильная. Пациенты ковид-положительные локализованы в инфекционном блоке. Работает инфекционное отделение на 32 койки и работает реанимационное отделение на 15 коек. Все сотрудники, которые работали по всей больнице по красной зоне, сейчас группированы и работают по инфекционному блоку. В основном корпусе у нас переводятся пациенты, которые становятся ковид-отрицательными и проходят долечивание там уже. На втором этаже у нас в данный момент находится 23, было почти 30 больных, которые практически больше половины тяжелого состояния. Двое больных сейчас, находящихся на стационарных
на стационарном лечении в инфекционном отделении, это инсультные больные, лежачие, которые требуют ухода. Министр здравоохранения дал поручение подготовить актуальный скорректированный протокол лечения больных с коронавирусной инфекцией. Главный терапевт Анжела Арчелия проинформировала министра о том, что абхазские медики уже пользуются ранее утвержденным протоколом Минздрава Абхазии на основе рекомендаций Минздрава России и ВОЗ, и в него будут вноситься изменения в соответствии с существующими на сегодняшний день протоколами лечения. Что касается терапии, она всегда меняется. Мы используем не только опыт российских докторов, но и опыт врачей, работающих в зарубежье, протоколы ВОЗ в том числе. Что касается вопросов лечения, всегда имеются, потому что заболевание до конца не изучено, и протоколы меняются с каждым днем. И дело в том, что использовалось много препаратов, которые в последующих рекомендациях были запрещены к применению при данном заболевании. В ходе совещания Тамас Цахнаки дал еще одно поручение – сформировать сводные медицинские бригады для дежурства в Гудаутском ковидном госпитале. Завершая совещание, медики еще раз заострили внимание на ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Принято решение о мобилизации всех профильных служб и их координации для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией. Медицинское сообщество настоятельно призывает граждан выполнять все рекомендации ограничительного характера, которые направлены в первую очередь на защиту здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции.